Перестрелка на границе Кыргызстана и Таджикистана. 4 убитых, десятки раненых. В эскалации застарелого конфликта стороны обвиняют друг друга. Нужна быстрая демаркация, иначе эти конфликты, повторяющиеся из года в год на границе, никогда не прекратятся. Через 2 недели после антикитайских акций протеста казахстанские власти стали арестовывать гражданских активистов. В чем причина запоздалых санкций? Это связано все-таки с митингом, который назначен там на 21-е. Они специально подождали какое-то время, чтобы дать административный арест на 10 суток. Минувшей ночью силовики увезли Гульнару Каримову в неизвестном направлении, заявил ее швейцарский адвокат. Чем же она опасна для власти? История взлета и падения Гульнары Каримовой в нашем спецпроекте наглядно. Когда-то самая влиятельная женщина Узбекистана сегодня сидит в тюрьме и не имеет власти даже над собой. В прямом эфире информационная программа «Настоящее время. Азия» в бишкекской студии. Я Шавкат Тургаев. Здравствуйте. В Таджикистане сегодня похоронили 3 военнослужащих, погибших в пограничном конфликте. Тела были переданы сегодня их близким. Подполковника Рустама Убайдулоева, 1984 года рождения, похоронили на родине, на территории сельсовета Мирзо Турсунзаде Гисарского района. Тела 21-летнего Рамазона Исломова и 19-летнего Гейсидина Суванова доставили родителям в Вахшский район, в город Турсунзаде, где и состоялись траурные церемонии. На фоне этих трагических событий совершенно непонятно молчание власти в Душанбе. В правительстве дают очень скудную информацию. Даже в пограничных войсках Таджикистана инцидент никак не комментирует. Подробности в репортаже Анушервона Арипова. В управлении пограничных войск Таджикистана никаких заявлений о погибших и раненых до сих пор не сделали. Это уже привычная ситуация. Таджикские пограничники всегда реагируют с запозданием на 1-2 дня, а то и вовсе отвечают через неделю. Информацию о том, что в результате боестолкновения на границе с Кыргызстаном погибли 3 военнослужащих, подтвердили в администрации Сагдийской области. Также стало известно о 5 раненых, которые сейчас находятся в больнице Бободжан-Гафуровского района страны. Все с пулевыми ранениями головы. В Таджикистане уже простились с 3 погибшими. На похороны полковника Рустама Убайдулоева в сельсовет Мирзо Турсунзада пришли сотни человек. Родственники, соседи, друзья и сослуживцы. После того, как тело внесли в дом родителей, сослуживцы погибшего полковника попросили журналистов прекратить съемку и выпроводили прессу за границу поселка. Удалось только записать голос заместителя командующего пограничными войсками Таджикистана во время его прощальной речи. Память об этом герое, об этом истинном сыне своей родины навсегда останется в сердцах всех, кто служит в пограничных войсках Таджикистана. Навсегда. Независимые эксперты и отставные военные в стране уверены, что первыми начали стрелять не таджикистанцы. Наш собеседник, полковник в отставке, утверждает, что ни в одном приграничном таджикско-кыргызском конфликте за все годы независимости таджикская сторона не была инициатором. Нужна быстрая демаркация, иначе эти конфликты, повторяющиеся из года в год на границе, никогда не прекратятся. Здесь вся вина на кыргызской стороне, так как решение комиссии по демаркации и делимитации соседи не соблюдают. Нельзя идти на уступки. Эта земля, на которую сегодня претендует Кыргызстан, исторически принадлежит таджикскому народу. В администрации Сагдийской области говорят, что в настоящее время ситуация в приграничье стабильна и находится под контролем. А пограничники обещают опубликовать свое заявление в ближайшие часы. Но когда это случится на самом деле, неизвестно. И уже вечером стало известно, что в МИД был вызван временный поверенный в делах Кыргызской республики в Таджикистане. Ему была вручена нота протеста. В ходе встречи таджикская сторона выразила протест действиям кыргызстанских военных. Таджикские власти заявили, что кыргызская сторона привлекла к месту инцидента до 300 военных, которые открыли огонь и тем самым спровоцировали пограничные подразделения Таджикистана на ответные меры. В свою очередь, власти Кыргызстана продемонстрировали куда большую открытость. Ситуацию прокомментировал премьер-министр. Президент выразил соболезнования семьям погибших. О том, как ведется конфликт из Бишкека, материал Дарьи Тимофеевой. Первые выстрелы послышались накануне вечером. По заявлениям погранслужбы Кыргызстана, вчера таджикская сторона обстреляла кыргызский пограничный пост Максат, а затем временный погранпост Сай. Появились сообщения, что таджикские военные применили даже гранатометы.
К 10 часам вечера стрельба стихла, и ночь в приграничных селах прошла тихо. Минздрав сообщил, что в ходе перестрелки один военнослужащий Кыргызстана погиб. Им оказался боец спецотряда БОРУ, 41-летний Равшан Муминов. 13 человек, в том числе 14-летний подросток, получили ранения. К обеду сегодняшнего дня 10 пострадавших были доставлены из Баткенской области в столичную больницу. Двоим сделали операцию на месте. Состояние стабильно тяжелое. Мы доставили хирургов из Бишкека. 10 человек, 5 военных и 5 местных жителей. Среди них один мальчик 2005 года. Сейчас в столице проходят лечение. Есть огнестрельные ранения. Многие получили осколочные ранения. Премьер-министр сегодня утром прибыл на юг страны. Мухаммедкалый Абылгазиев встретился с местными жителями. Правда, слово главе Кабмина дали не сразу. Мы приезжаем в Аксай, мы создаем все условия, строим дорогу, школы, водопровод, делаем трансформацию земель, решаем проблемы. Никто же не знал, что произойдет несчастье, как вчера. О нарастающей на границе напряженности говорили последние 3 дня. Одним из первых сообщил об этом депутат местного совета. За публикацию этой информации сегодня он провел 8 часов на допросе в МВД. Ранее говорилось, что на неописанном участке границы идет стройка. Власти Кыргызстана заявили, что договоренности нарушают жители Таджикистана. Сегодня власти показывают свою полную дееспособность. Начинают работать только когда гибнут люди. Вот погиб человек. И чего бы вам ни стоило, надо решить эту проблему. С требованием не допустить эскалации конфликта сегодня на совещании выступил и президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков, выразил соболезнования родным погибшего. Позже МИД вручит ноту протеста послу Таджикистана. Всю ответственность за обострение ситуации в приграничных районах кыргызстанские дипломаты возложили на военнослужащих таджикской стороны. Происходящее в Южном регионе вызвало негодование и в Бишкеке. С утра у Белого дома состоялся митинг. Между милицией и участниками несогласованной акции протеста случилась перепалка. Несколько человек были задержаны. В обед в парке Горького собрались жители Баткенской области. На место прибыли правоохранители и объявили о запрете митингов на ближайшие дни. Недовольным предложили выразить свои требования в письменном виде. Представители областной власти заявили, что эвакуация местных жителей не потребовалась. Между тем, чиновники рангом ниже сообщили, что более 700 человек все же покинули свои дома. Часть из них размещены в школе села Эски-Оочу. За сутки прошли несколько раундов переговоров. Напомню, встреча на высшем уровне по вопросу границ состоялась буквально 2 месяца назад. В конце июля президенты Кыргызстана и Таджикистана посвятили 2 дня обсуждению этой проблемы. Дарья Тимофеева, Азат Энтемаков. Настоящее время. Азия. Кыргызстан. Сразу после конфликта в местной больнице побывал корреспондент бишкекского бюро «Радио Свобода» Азатык, который попытался узнать, когда именно началась перестрелка и как на это отреагировали местные жители. Предлагаем вам послушать это интервью. Где вы вчера находились? Как вы пострадали и как развивались события? Я житель села Максат. Мы, как обычно, занимались ежедневными делами. Когда услышали выстрелы, сразу начали убегать. Мы выезжали на грузовике, когда мне в спину попала пуля. Я не почувствовал этого, мне об этом сказали те, кто был рядом. Когда начали стрелять, люди работали в поле. 5-6 человек из местных жителей получили ранения. Они стреляли по людям. Вы были близко к этому месту? Да, там стоит мой дом, мы живем в этом месте. Когда начали стрелять, мы убежали примерно на километр, но пули летели еще дальше, где-то на 2 километра. Мы видели их, красные огоньки пролетали мимо нас. Это случилось во время вечернего намаза. Договорились они об этом или это было спланировано, я не знаю. Мы, жители села, ничего не знали. Все были заняты домашними делами, а потом начали стрелять. Кого-то ранили, кто-то кричал, кто-то плакал, кто-то пытался спрятаться. Вы разговаривали со своими односельчанами? Что с детьми? Где они? Мужчины съездили в село, осмотрели дома. В стены моего жилища попали пули, окна разбиты, по ним тоже стреляли. Говорят, несколько домов сгорело. Я не знаю ничего насчет этого. Я связывался с людьми на месте и узнавал только про свой дом. Где ваши дети? Дети сами убежали вдоль реки. Мы побежали по другой дороге и потеряли друг друга. Сейчас с ними уже все в порядке, они в деревне.
А сколько всего пострадавших во время вчерашней перестрелки? В каком они состоянии? Огнестрельные ранения получили 14 человек, один из них погиб. Остальные в реанимации, 5 в травматологии, 3 в хирургии. 2 вчера сделали операции, их состояние стабильно тяжелое. К другим темам. В Алматы начались задержания участников мирных митингов, которые прошли 4 сентября в поддержку протестующих в Жанаозене. 3 активистов уже арестованы на срок от 10 до 15 суток. Эти задержания не последние, уверены другие их соратники. Напомню, в первых числах сентября жанаозенцы вышли на митинг с требованием к властям отказаться от реализации совместных проектов с Китаем. 4 сентября их поддержали жители других городов Казахстана. Во время самих акций протеста никого из митингующих силовики не задерживали. С чем связаны последние задержания, выясняла Шалпана Разбекова. Задержания начались накануне вечером. Тогда же к административному аресту на 10 суток приговорили 2 активистов. Им вменяют участие в несанкционированных митингах. Айдос Базарханов и Асхат Жексибаев уже находятся в спецприемнике. Суд над ними проходил без защиты. Этот факт подтвердил их адвокат Салават Саскибаев, которого наняли уже после процесса. Он намерен обжаловать вынесенное постановление в любом случае. В самом постановлении там расплыть, там не указано, что требовали они. Просто участие в митинге незаконные, и якобы они свою вину признали. Я сейчас готовлю апелляционную жалобу на решение суда, потому что каждый человек по Конституции имеет право на оказание помощи. То есть адвокатской помощи там не было. Адвокат Саскибаев также намеревался представлять интересы еще одного участника митинга 4 сентября Мурата Шорманова. Однако его не пустили на процесс. На суде интерес активиста представлял государственный адвокат. В итоге суд приговорил Шорманова к аресту на 15 суток по обвинению в участии в несанкционированном митинге. Коллеги-активисты все эти задержания связывают с приближением даты 21 сентября. Именно на этот день опальный политик Мухтар Аблязов ранее призывал выйти на акцию протеста по всему Казахстану. Журналистка и гражданский активист Даная Калиева отмечает, что задержания участвовавших на митинге в поддержку жанаузенцев проходят выборочно, правда, по некой схеме. Они делают это хаотично, поэтому мы даже предположить не можем, сколько это будет людей. То это связано все-таки с митингом, который назначен там на 21-е. Они специально подождали какое-то время, чтобы дать административный арест на 10 суток, чтобы как раз в это время они отсиживались. Вот и все. Хотели бы, они бы раньше бы это сделали. По словам Калиевой, сегодня вполне могут задержать и арестовать еще несколько участников митинга. Правда, в пресс-службах ни прокуратуры, ни МВД ответить на вопрос, с чем связаны все-таки задержания, ответить так и не смогли. В Министерстве внутренних дел потребовали написать официальный запрос, ответ на который будет подготовлен в установленное законом время, но конкретные сроки не указали. Пока наш материал готовился к эфиру, стало известно, что в административный суд был доставлен еще один активист. Смотрите далее в нашей программе. Минувшей ночью силовики увезли Гульнару Каримову в неизвестном направлении, заявил ее швейцарский адвокат. Чем же она опасна для власти? История взлета и падения Гульнары Каримовой в нашем спецпроекте наглядно. Когда-то самая влиятельная женщина Узбекистана сегодня сидит в тюрьме и не имеет власти даже над собой. Мы продолжаем программу. В Москве таджикистанский правозащитник объявил о создании новой политической партии «Изменение, реформы и развитие». По замыслу лидера партии костяком политического объединения станут таджикские трудовые мигранты. По некоторым данным, их в России от 1 до 2 миллионов человек. В планах активистов создать реальную конкуренцию действующей власти. Подробности в сюжете Мусы Казакова. Известный таджикский правозащитник Изат Амон объявил о создании партии мигрантов. Цель нового политического объединения – участие мигрантов в политической жизни Таджикистана. По мнению новоиспеченного политика, миллионы общины трудовых мигрантов не представлены должным образом в политической жизни Таджикистана. И они намерены это исправить. Участие в парламентских выборах и президентской гонке. Планы на будущее грандиозные. Понимаете, 30 лет проходит. Абсолютно. Общество не участвует в политических процессах, выборах парламента, президентских выборах. Абсолютно нету никакого вмешательства гражданского общества в этих процессах. Поэтому созданием этой партии мы хотим переломить вот эту ситуацию страха, чтобы люди
понимали и несли, конечно, ответственность за гражданскую ответственность. Иззат ОМОН с соратниками сейчас намерен разработать программу и объединить политические силы, которые находятся в миграции. В ближайших планах официальная регистрация новой партии в Минюсте Таджикистана, открытие региональных политических ячеек в Таджикистане и за его пределами. Главным активом будущей партии ее лидер видит людей из числа трудовых мигрантов и политических эмигрантов. Мигранты, которые не только живут и работают в России, но и всего мира. Огромное количество трудовых мигрантов или эмигрантов, которые сейчас живут и работают в Европе, в Америке, в других частях мира, тоже хотели бы поучаствовать в этих процессах. Но, конечно же, перед тем, как создать политическую партию, мы связались с этими нашими соотечественниками, с ними побеседовали. Создание политического объединения за пределами Таджикистана не первый случай в истории страны. Ранее проявлявшие чрезвычайную политическую активность уроженцы республики уголовно преследовались. Яркий пример – экс-министр Заид Саидов и предприниматель Ибрагим Максудов. Последний, кстати, имел российское гражданство, однако это не помешало его экстрадиции в Таджикистан. В 2015 году его приговорили к 13 годам лишения свободы. Защитить Ибрагиму от преследования таджикистанских властей пытались в гражданском содействии. Правозащитники даже подавали жалобу в Европейский суд по правам человека. Но это не помешало властям тайно вывести оппозиционера и посадить в тюрьму. Да, очень много, конечно, таких преследований. И недаром Европейский суд принимает вот это 39-е правило своего регламента. К сожалению, история Ибрагима Максудова – это не только его история. Довольно часто у нас происходит похищение граждан Узбекистана и Таджикистана на нашей территории. Сейчас партия изменения, реформы и развития лишь в начале своего пути. Попадут ли они под маховик репрессий или смогут договориться с действующей властью, говорить пока преждевременно. Муса Казаков, специально для программы «Настоящее время Азия», Россия, Москва. Швейцарский адвокат Гульнары Каримовой Григуар Манжа сообщил в своем твиттере, что дочь первого президента Узбекистана увезли из Яшнабадского суда в неизвестном направлении. Манжа, в частности, написал, что узбекский адвокат Каримовой о слушании был проинформирован в день заседания. Дочь Иман Каримова в зал не пустили, швейцарскому юристу также не разрешили присутствовать на слушаниях, хотя, как пишет сам Манжа, он подавал официальный запрос 2 недели назад. Я напомню, в августе Генеральная прокуратура Узбекистана возбудила новые уголовные дела в отношении Гульнары Каримовой по фактам хищения государственных средств и заключения сделок вопреки интересам Узбекистана, а также завладения путем вымогательства чужим имуществом в особо крупных размерах. Как сообщалось в телеграм-канале Генпрокуратуры, основанием для возбуждения уголовного дела послужили материалы проверки. Они были собраны на основе информации, которая поступила от международной юридической компании, а также заявлений граждан. Дочь Каримова Иман назвала новые дела против своей матери политическим цирком. О Гульнаре Каримовой поговорим подробнее. Из узбекистанской принцессы в мафиозную королеву. Гульнара Каримова, старшая дочь покойного президента Узбекистана, последние 4 года отбывает наказание за ряд финансовых преступлений. Джазгуль Гимбердиева расскажет о взлете и падении некогда самой влиятельной женщины Узбекистана. В недавнем прошлом узбекская принцесса и вероятная претендентка на президентский пост, а теперь заключенная. Это основные этапы биографии Гульнары Каримовой, старшей дочери первого президента Узбекистана Ислама Каримова. Политическую карьеру Гульнара начала в 23 года. Работала в МИДе, была советником главы внешнеполитического ведомства. Дослужилась до посла Узбекистана в Испании, представляла свою страну в Организации Объединенных Наций. Параллельно с политической у Каримовой всегда была бурная светская жизнь. Она выпускала собственные линии одежды, ювелирных изделий, парфюма. Кроме того, пела под творческим псевдонимом «Гугуша». Гульнара презентовала даже дуэт с Жераром Депардье. Сказочная жизнь одной из самых известных женщин Узбекистана вскоре закончилась. Еще в 2012-2013 годах в стране все чаще звучали разговоры о том, что Гульнара из принцессы превратилась в мафиозную королеву. И вот еще через несколько лет в Швеции, в Швейцарии и США в отношении нее заводятся уголовные дела. Дочь президента обвинялась в получении взятки от западных телекоммуникационных компаний – около $1 миллиарда. Она безжалостно злоупотребляла властью, которую она имела лишь потому, что была дочерью президента страны. Она шантажировала компании, заставляя их отдавать ей свои акции, не платив за них ничего.
Примерно в это же время она впала в немилость отца президента. Как писали журналисты, Ислам Каримов был очень недоволен тем, что непомерные аппетиты дочери дискредитировали Узбекистан на международной арене. Гульнара исчезла из поля зрения. После смерти Ислама Каримова в 2016 году и с приходом нового президента Шавката Мирзиёева жизнь бывшей принцессы усложняется. Власти Узбекистана дали официальный комментарий о ее судьбе только год спустя, в 2017-м. Тогда Генпрокуратура заявила, что Каримова была осуждена на 5 лет еще в 2015 году и отбывает срок под домашним арестом. Ее признали виновной по нескольким обвинениям в отмывании денег. Следствие насчитало более $1,5 миллиарда ущерба от деятельности Гульнары и ее окружения. Она была помещена в тюрьму. В 2018 году ее перевели под домашний арест. И вот полгода назад Гульнару Каримову вновь отправили в женскую колонию под Ташкентом. В конце июня Гульнара Каримова обратилась к главе Узбекистана. В письме она сообщает о плохом самочувствии и обещает не претендовать на $686 миллионов, хранящихся на ее счетах в зарубежных банках. Мои личные активы, находящиеся на территории Узбекистана, уже вышли из моей собственности и работают на благо республиканского бюджета, что подтверждается в ходе нескольких местных расследований на сумму в размере $1 миллиард 200 миллионов США. Мои адвокаты, вопреки собственным советам, отозвали свои документы, связанные с отстаиванием денежных средств на сумму $131 миллионов и $555 миллионов. Это письмо опубликовала дочь Каримовой Иман. Она регулярно размещает посты о состоянии матери в своем инстаграм-аккаунте. Все это время Гульнару Каримову открыто поддерживают только ее швейцарский адвокат Григуар Манжа, дочь и сын. А вот поддержки от матери Татьяны Каримовой или родной сестры Лолы Теляевой совсем не слышно. По некоторым данным, после смерти Ислама Каримова они покинули Узбекистан и давно уже не поддерживают связь с Гульнарой. Сын Гульнары Ислам сейчас живет в Лондоне. Дочь Иман, судя по ее инстаграму, остается в Ташкенте, но периодически летает в Великобританию. На прошлой неделе Иман опубликовала очередной текст. Она обвинила власти Узбекистана в создании искусственных преград для освобождения ее матери. Также не раз писала об ухудшении здоровья Гульнары и необходимой ей операции. Власти страны на это заявляют. Состояние заключенной удовлетворительное. На взлете своей карьеры Гульнара часто была рядом с отцом. И на пышных приемах, и в рабочих кабинетах. В этом году ее сын рассказал британским журналистам, что нынешние власти боятся Гульнары Каримовой. Она может разоблачать преступления многих действующих высокопоставленных чиновников, совершенных в период правления первого президента. В последние годы власти Узбекистана предпринимают попытки вернуть зарубежный капитал Гульнары. Например, такие договоренности были достигнуты с Швейцарией. Но 2 месяца назад неожиданно швейцарский суд приостановил возврат Узбекистану более $500 миллионов, конфискованных у Гульнары Каримовой. По словам адвоката, приостановка передачи денег якобы связана с ухудшением здоровья старшей дочери Ислама Каримова в колонии. Сейчас Гульнаре Каримовой 47 лет. Когда-то самая влиятельная женщина Узбекистана сегодня сидит в тюрьме и не имеет власти даже над собой. Это были все новости, о которых мы хотели вам рассказать. Смотрите нас в социальных сетях, в эфире своих национальных телеканалов и в прямом эфире круглосуточного телеканала «Настоящее время» в Ютубе. Мы встретимся с вами завтра в это же время. Я желаю вам всего доброго. До встречи. Программисты Дмитрий Крюков и Сергей Лысаков создали Рамблер.ру, главный русскоязычный поисковик конца 90-х. Здравствуйте, Рэмблер. Здравствуйте, Рэмблер. Индексируя микроорганизмы, они написали поисковый алгоритм, на основе которого и был создан Рамблер.ру. Ну, из микробов, да, как и все на Земле. Мы все делали по аналогам американских лекал. Это был Рамблер, это, как Google. Да, это был самый посещаемый сайт Рунета, но Рунет представлял себе там не больше 1% населения всей страны. Сингапур. Отсюда на него открывается удивительный вид. Но теперь наша задача попасть в Америку. Надо каким-то способом пересечь океан. Все, что мы сделали до сих пор, это уже достижение. Но сегодня наступает момент, которого мы так ждали и боялись. И какой у вас план «Б»? У нас нет плана «Б».